Полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников отметил, что вопрос о готовности к отопительному сезону президент России Владимир Путин держит на личном контроле и обозначил, какие вопросы глава государства выделил в числе особенных. Только совместными усилиями возможно добиться удовлетворения запросов всех слоев нашего населения и социальных групп в зимний период теплом, водой, газом и электричеством. При этом я попрошу всех должностных лиц обратить внимание не только на подготовку систем и оборудования к отопительному сезону, но и на подготовку территориальных и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. А МЧС в России, как координатора РСЧС, прошу взять эти вопросы на контроль. В Ингушетии к отопительному сезону подготовились со всей ответственностью, ведь от слаженных действий коммунальщиков зависит то, как мы встретим холода. В республике находится 6 котельных центрального теплоснабжения, 2 из которых функционируют в Малгобеке. Одна отапливает 6 социальных учреждений, другая резервная. Ростехнадзором по республике Ингушетия была проведена проверка готовности объектов ЖКХ республики к осенне-зимнему периоду 18-19 годов. Все выявленные замечания согласно предписаниям устранены. По состоянию на 19.11.18 года в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта администрацией городов районов выданы соответствующие акты готовности КЗП. В случае перебоя в энергосистеме газа, электро-, тепловодоснабжения функционирует единая диспетчерская дежурная служба ЕДС по номеру 112, осуществляющая взаимодействие и информационный обмен с аварийными службами и ресурсоснабжающими организациями на основании заключенных с ними соглашений. О готовности объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду в Ингушетии рассказал собравшимся директор филиала ПАО МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго» Адам Цычоев. Он отметил, что в зону обслуживания филиала входит 6 районных электрических сетей. Помимо прочего, электросистема включает в себя 34 подстанции, 9 из которых на балансе Ингушетии, 25 на балансе филиала. В филиале ПАО МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго» находится 2 резервных источника энергоснабжения общей мощностью более 35 киловатт. Для бесперебойного энергоснабжения в осенне-зимний период нами проделана определенная работа. У нас есть план ремонтной программы, который включает в себя, который составляет общий объем финансирования более 51 миллиона. На 1 ноября 2018 года объем фактически выполненных работ составляет 100% от общего годового плана. В рамках ремонтной деятельности филиал ПАО МРСК осуществляется программа по расчистке просек. Это самое основное направление подготовки осенне-зимнего периода. Отопительный сезон – очень важный и ответственный процесс, и он не может пройти гладко, если все организации, ответственные за тепло, не будут работать слаженно. О готовности объектов газоснабжения к осенне-зимнему периоду рассказал директор ООО «Газпром Межрегионгаз» Назрань Александр Троянов. Организация была проведена работа по обследованию подземных газопроводов. С тем, что газопроводы более 600 километров – это подземные газопроводы, более 200 километров на сегодняшний день требуют либо ремонта, либо перекладки и реконструкции. Подготовка аварийно-диспетчерских служб к прохождению ОЗП полностью обеспечены и оборудованием, материалами. Закупается и сейчас будет приобретено 5 новых аварийно-диспетчерских автомобилей для аварийно-диспетчерских служб, оснащенных полностью в соответствии с требованиями ГОСТов всем необходимым оборудованием. Затронули на заседании готовность объектов туристической направленности к осенне-зимнему периоду. Решением Государственной комиссии горнолыжной трассе Арамхи присвоена категория «Красная» и выдан сертификат для проведения соревнований разного уровня. По результатам обследования объектов курорта Арамхи комиссии установлено следующее. Территория курорта Арамхи ограждена забором в виде сетки и находится в удовлетворительном состоянии. Доступа посторонних лиц вне пропускного пункта нет. Вся территория курорта находится под круглосуточным видеонаблюдением. 28 наружных камер и 16 внутренних. А также по всей территории имеется освещение. О готовности подразделения МЧС России по Ингушетии к обеспечению противопожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий рассказал представитель регионального МЧС. Совместно с представителем республиканского отделения ВДПО
и представители пожарно-спасательного колледжа планируется провести занятия и противопожарные инструктажи в образовательных учреждениях. В целях недопущения возникновения пожаров, жертв и травматизма граждан, связанных с использованием пиротехнической продукции, будет организована целенаправленная работа по недопущению реализации и хранения пиротехнической продукции без соответствующих сертификатов. Помимо прочего, на заседании говорили и о предупреждении чрезвычайных ситуаций, и о том, как оперативно на них реагировать. Ирина Сычева, Джамалил Тамасханов, Новости 24.